Мгм. То есть вы можете вот сидеть и ровно показывать, что, как. То есть Замечательно. провести Мгм. что-то. Это Мгм. не А, какой кошмар. А где, каким размером? Я ведь там маленькая, ведь правда? Да. Меня не очень там хорошо видно. Нормально. Так, я не понимаю, куда смотреть. А вы Ну, не сюда я смотрите, буду- вы сюда смотрите. Да нет, я думаю, что я Вот не буду видите, вы туда когда сюда смотреть. смотрите, у вас взгляд получается прямой для людей, на людей. Так, а если я куда-нибудь приставлю? А как вы их листать будете? Листайте потихоньку-то и все. Главное, туда подсматривайте и все. И все. Я не представляю, как это одновременно сделать. Посмотреть. Уважаемые коллеги, уважаемые родители, меня зовут Гладина Ирина Владимировна. Я преподаю изобразительную деятельность в дошкольном учреждении образовательном города Сыктывкара. Также являюсь консультантом Республиканского консультационного центра. Родители часто задают вопросы о том, как приобщать ребенка к искусству в семье, как дома создать условия для художественно-эстетического развития ребенка. И я сегодня постараюсь на эти вопросы ответить. Первый вопрос. Если у моего ребенка нет способности и интереса к рисованию, есть ли необходимость знакомить его с изобразительным искусством? Формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры является важной составляющей развития личности ребенка. Произведения искусства несут в себе отражение вещей, явлений природы, людей, а потому через приобщение к искусству происходит познание окружающего мира. Рассматривая... минуточку. Рассматривая на картинах образы природы, ребенок узнает в них знакомые мотивы. Следуя за художником, учится видеть тонкие природные явления, которые не замечал в реальной жизни. Умение замечать красоту в окружающем дает ребенку чувство единения с природой. В будущем это поможет обрести гармонию с миром и с самим собой. Знакомство с портретной живописью помогает увидеть внешние проявления человеческих эмоций, развивает умение понимать окружающих, понять позицию другого человека и лучше разобраться в собственных чувствах и эмоциях. Огромный образовательный потенциал несут жанровые картины. На произведениях по мотивам былин и сказок можно уточнить и расширить представление ребенка о литературных персонажей, о народных традициях, об истории. Картины бытового жанра дают возможность конкретизировать и обобщить знания о разных областях деятельности человека. О спорте, труде, человеческих взаимоотношениях. Таким образом, изобразительное искусство – неисчерпаемый источник для воспитания, образования и развития ребенка, необходимость которого очевидна. С какого возраста следует знакомить детей с искусством? Я думаю, с 2-3 лет, когда ребенок уже начинает узнавать предметы на картинках и понятно их называть. Первым произведением искусства для детей являются книжные иллюстрации. Это очень важная миссия. Вы знаете, что порой невозможно исправить первое впечатление, да, если оно получилось не очень. Вот и детская книга должна быть очень хорошей. Значит, ее оформление имеет огромное значение в эстетическом развитии вашего ребенка. И тут хочется остановиться подробнее. Детские книги сейчас издаются в огромных количествах, продаются даже в продуктовых магазинах. Но не все книги одинаково полезны. Найти действительно хорошую книгу очень непросто сегодня. По данным статистики Российской книжной палаты, в первую 20 самых издаваемых авторов, помимо классиков Чуковского, Носова, Варто, входят авторы рифмованных книжек Степанов и Гурина. Содержание примитивных стишков подобных книг – отдельная тема. Но это вообще моя больная тема, потому что родители покупают в большом количестве вот эти вот дешевые глянцевые картонные книжки, а там и содержание очень такое сомнительное,
и картинки оставляют желать лучшего. Ну, вот даже покажу, наверное. Вот, китчевые, компьютерные, зализанные, мимишные вот такие зверюшки с искаженными пропорциями и одинаково пучеглазыми мордочками. Это не лучшие картинки для первых книг. Чрезмерная яркость картинок, отсутствие композиционного центра напрягают детский глаз и рассеивают внимание. В то время как правильная иллюстрация в детской книге способствует привлечению и фокусировке внимания ребенка. Ее назначение – грамотно передавать информацию о сюжетном содержании и закладывать определенные образы в детское мышление, чего подобные книги, конечно, сделать не могут. Но и проверенная временем детская классика издается порой не в лучшем оформлении. Давайте сравним две иллюстрации Ксихан Агни Барто. На первой цветовое решение ассоциируется у ребенка с вечером, спокойствием, нет лишних деталей, персонажи простые и узнаваемые. На второй иллюстрации буйство ярких красок, которое мешает ребенку сосредоточиться, и трудно выделить главных персонажей. Луна в окне и пирамидка на переднем плане отвлекают внимание от слонов, которые не ко времени оделись, нарядились в шляпы. Вот иллюстрация к сказке «Теремок». Справа в исполнении художника Чарушина. Иллюстрация так задумана художником, что взгляд ребенка сначала падает на зайца, подходящего к теремку, затем перемещается на обитателей домика. Все точно по тексту, и в поле теремок, по полю зайка бежит, у дверей остановился и стучит. Ничего от текста не отвлекает. Создаются образы маленькой мышки, пучеглазой тут к месту лягушки и пушистого зайчика. На второй иллюстрации явное расхождение текста и картинки. Заяц возле теремка выделен размером, но тут же рядом белка и крот с корзинкой. Какое отношение они имеют к сказке, непонятно. В небе вот еще хомяк в самолете. Все это отвлекает внимание ребенка и мешает воспринимать, запоминать сказку. Поэтому, дорогие родители, если вы еще не разобрались в искусстве книжной графики, покупайте книги с картинками классических художников детской иллюстрации. Это Сутеев, Васнецов, Рачев, Владимирский, Коношевич, Чарушин, ну, и ряд других замечательных иллюстраторов. В последние классические иллюстрации, кстати, художников XX века используют в своих книгах издательства «Детская литература», «Росмен» и «Тримак». В последние годы появилось много хороших, молодых, отечественных иллюстраторов, с иллюстрациями которых выходят книги издательств «Самокат», «Компас-гид», «Настя и Никита», «Поляндрия», «Беринга» и так далее. Замечательные, там можно найти картинки, и сами по себе произведения там тоже достойны прочтения. Так что прививайте детям художественный вкус, покупайте им хорошие книги. Следующий вопрос. С чего начать знакомство с искусством? Как я уже сказала, первые картины – это иллюстрации. С 3 лет ребенка можно знакомить с образцами живописи и графики. Хорошо, если в оформлении квартиры присутствуют репродукции хороших художников. Можно подобрать и распечатать репродукции хорошего качества на принтере цветном, или же прикупить альбомы с репродукциями готовые и оформить мини-выставку в детской комнате. Картины могут быть разных жанров, но можно их объединить одной тематикой. Например, осень, Новый год, или же цветы, птицы и так далее. Изобразительное искусство изображает, поэтому начинайте с самых простых вопросов. Кто, какой, сколько, какого цвета, где. Расскажите, что картины, на которых изображены деревья, горы, реки, то есть природа, это
пейзажи. Картины, на которых изображен человек или люди, это портрет. И предметы на столе – это натюрморт. Есть хороший такой мультфильм на музыку Гладкова «Пластилиновая ворона». И там часть мультфильма как раз на стихи Александра Кушнера «Песня о картинах». Вот. Советую очень посмотреть этот мультфильм с детьми, и тогда у вас и у ребенка не будет вопросов по определению жанров живописи. Ну, то есть вы будете их хорошо определять, запомните. Для закрепления вы можете скачать презентацию о жанрах живописи. Я позволила себе дополнить стихи Александра Кушнера сюжетом о былинном и минималистическом жанре. К этому видео там будет прилагаться ссылка на презентацию. Следующий вопрос. Посоветуйте издание об искусстве для детей. Ну, мне нравится... Так, ой-ой-ой, простите. Ага. Мне нравится серия книг от издательства «Белый город. Сказки о художниках». Каждый рассказ об одном художнике, а есть еще сборник, и там о всех художниках разом собраны рассказы и репродукции. Так, еще книга «Шедевры русских художников» от Елены Евстратовой. В книге представлены произведения 82 художников. Под каждой картиной краткое описание. Очень качественные репродукции в этой книге. Тоже рекомендую. Не могу не сказать о книгах великого искусствоведа Паолы Волковой. Я являюсь ее поклонницей. И если вы хоть раз посмотрите ее искусствоведческие беседы, я думаю, вы тоже в нее влюбитесь. И вот у нее вышли книги для детей, серия «Мост через бездну». Там можно познакомить детей с художниками, с европейскими художниками, а также можно совершить путешествие в античный мир и познакомить с античным искусством. На самом деле книг великое множество. Читайте аннотации, узнавайте о творчестве автора, прежде чем купить книгу. Читайте отзывы, все-таки подобные издания стоят недешево. Но не хотелось бы, чтобы они разочаровали вас. Ну, а найти можно очень многое, если задаться целью. Так, следующий вопрос. Как организовать пространство для творческого развития ребенка? На самом деле рабочее место нужно даже совсем крохе годовалому. Это поможет настроить ребенка на занятия, приучить к порядку. Самое главное требование к месту, оно должно быть удобным. Стул должны соответствовать росту ребенка. Если не хотите прибегать к таблице Санпинов, то ориентируйтесь на то, что угол тазобедренных, тазобедренные и коленные суставы должны быть под углом 90 градусов. Экономным вариантом будет мебель с регулируемыми опорами, которая растет вместе с ребенком. Кроме того, необходимо подобрать мебель для хранения изобразительных материалов и инструментов, стеллажи, тумбы с выдвижными ящиками. Мебель должна быть устойчивой, удобной для открывания и доступной по росту. От этого зависит, будет ли ребенок по вдохновению самостоятельно творить и также самостоятельно убирать, или же придется тормозить творческие порывы, дожидаясь помощи взрослых. Расположить рабочее место лучше в районе окна, вместе с хорошим естественным освещением. При этом стоит позаботиться об искусственном освещении, ведь муза может посетить ребенка и вечером, когда он возвращается из детского сада. И все должно быть готово. Подойдет настольная лампа с регулируемым углом падения света. Если вы хотите сэкономить рабочее пространство, можно приобрести настенный светильник, но он также должен быть регулируемым. Оптимальная яркость светильника 80 Вт и мощность 15-20 Вт. Слишком яркий свет будет утомлять глаза, равно как и недостаток света. Так, что еще нужно для художника? Оригинальная и полезная идея — школьная доска.
для рисования. Сейчас специальной краской закатывают целую стену, чтобы малыш не ограничивал свое творчество. Ну, вот, делая ремонт в детской, можно так поэкспериментировать. Очень интересно получается. Рулонная живопись – один из любимых видов детского творчества. Бесконечный лист дает возможность рисовать гигантских животных или создавать длинные рисованные истории по типу комиксов. Рулоны бумаги можно приобрести в магазине Икеи или же пустить в ход остатки обоев неиспользованных. И еще стоит позаботиться о галерее юного художника. Хорошо, если вы заранее выделите место на стене для детских шедевров. Вариантов здесь множество. Можно на струбцинах, прищепками цеплять рисунки и поделки. Можно сделать какие-то легкие рамочки и делать сменную композицию, экспозицию. Такая вот стена славы для ребенка на самом деле очень нужна, потому что, с одной стороны, он сам наблюдает свой рост, видит свои рисунки, а если его рисунки еще используются в украшении интерьера квартиры, то это поднимает его самооценку, то есть он понимает значимость своего творчества, и это очень дорого стоит, это важно. Так, и, как я уже говорила ранее, приветствуется присутствие репродукций хороших художников. Перед глазами растущего таланта должны быть лучшие образцы живописи и графики. Вот что касается оформления уголка творчества для ребенка дома. Так, следующий вопрос. Стоит ли покупать ребенку профессиональные материалы и инструменты для творчества, чтобы привить любовь к рисованию? Покупать профессиональный материал, конечно, не следует. Это просто неразумно с экономической точки зрения. Но излишняя экономия тут тоже опасна. Порой родители, покупая минимальный набор карандашей и дешевые кисточки, и дешевые краски, аргументируют тем, что пока не научился, пусть пока порисует вот этим. А научится, там уже купим более профессиональные материалы. Как практик, тут я не соглашусь. Карандаши с твердым грифелем, оставляющим бледный цвет, оттолкнет ребенка от рисования. Кисточка, которая не слушается художника, не способна провести тонкую линию или изящный мазок, может стать причиной неуверенности в своих силах и в отказе от дальнейших творческих поисков. При покупке материалов стоит исходить из предпочтений ребенка, но необходимый набор должен быть следующим. Несколько альбомов или папок бумаги для рисования, цветная бумага и картон. Этот фонд должен быть пополняемым постоянно, но при этом учим ребенка бережливости. Неправильно проведенная линия не повод отправлять лист в корзину. Значит, следующее. Набор карандашей, ручек, фломастеров, восковых, пастельных мелков. Чем старше ребенок, тем больше цветов должно быть в наборе. Для годовалого ребенка достаточно 4 цветов. Я не призываю ограничивать, это минимум. А в 2 года 7 основных цветов. Детям 3-4 лет подойдет набор 12 и более цветов. Старшим дошкольникам можно предложить 24 и более цветов. Определяя цветовые нюансы, дошкольники учатся правильно называть цвета и оттенки. Процесс рисования в этом возрасте тесно связан с развитием речи. При способствующих условиях к 6 годам ребенок может различать цветовые нюансы и называть несколько оттенков одного цвета. Так, следующее. Гуашевые, акварельные, акриловые краски. Детям до 15 лет, до 1,5 лет можно приобретать пальчиковые краски, как наименее токсичные. Но вряд ли вы дадите крохи рисовать самостоятельно, дав возможность навес искусством в прямом смысле слова. А потому использование детской гуаши тоже подойдет. Совсем не обязательно покупайте пальчиковые краски. Гуашь – первая краска, с которой стоит знакомить ребенка. Ее плюсы – яркость, укрывистость и стираемость с одежды. Акварель – более сложный материал, и знакомить с ней следует в старшем дошкольном возрасте. Часто родители говорят, но акварельные краски намного удобнее, и подготовить рабочее место удобнее, и убрать легче, и грязи меньше. Но на самом деле акварельные краски, они подходят все-таки старшим дошкольникам, потому что это более сложный материал.
Да, и малышу не так интересно рисовать акварельными красками, потому что они, разбавляясь водой, да, они становятся прозрачными. А маленький ребенок еще не может понять, как ими рисовать, и приедет в прозрачной акварели, она ему просто недоступна. Поэтому лучше малышам давать все-таки гуашь. Если ваш ребенок задумался о росписи деревянных или пластиковых фигурок и решил расписать вазу и там как-то декорировать бутылку, например, к Новому году, то тогда вам понадобятся акриловые краски. Они водорастворимые, но отстирываются в разы хуже, поэтому надо соблюдать аккуратность. Лучше приобретать акриловые краски в тубах, они дольше не высыхают. Объем и количество цветов надо определять, исходя из цели объема и объема работы. Кисти. Минимальный набор из трех кистей. 2, 5, 8. Кисти из колонка подойдут для акварели, и гуаши, и для акрила. Минус колонковых кистей, пожалуй, только цена высокая. Для акварели и гуаша подойдут кисти из белки. Универсальные кисти из синтетики подойдут для всех видов красок. И щетины кисти подойдут для гуаши и акрила. Есть кисти из фони, вот они в продаже есть в канцелярских магазинах. Но вот мне они не очень нравятся, я их не использую в работе с детьми. Для занятия коллажем и аппликацией стоит приобрести безопасные ножницы, клеевой карандаш. Для лепки и моделирования сейчас большое количество различных материалов, но я бы посоветовала скульптурный пластилин, особенно в старшем дошкольном возрасте. Да, он не цветной, но у него и не живописная задача. Создавая объемные изображения, цвет даже, вот при создании объемных изображений, цвет даже он как бы мешает, отвлекая ребенка от формы. Да, и экономичней скульптурный пластилин в разы, потому что не понравилась фигурка, не получилось, смял и можно лепить заново. А цветной пластилин все-таки он делает смешение цветов, не всегда это эстетично выглядит, и ребенку уже пару раз слепив с такого пластилина, ему уже потом неприятно работать с ним, неинтересно. Приходится его как-то или размешивать, или выбрасывать. А зачем это делать, если можно вот пользоваться скульптурным пластилином? Так. Ребенок среднего и старшего дошкольного возраста уже в состоянии определиться с выбором и остановиться на одном или нескольких видах творчества. В это время главное для родителей поддержать интерес и обеспечить начинающего художника необходимым оборудованием и материалами. Так, и резюмируя сказанное, хочу еще раз подчеркнуть, что приобщение к изобразительному искусству и творческой деятельности способствует всестороннему развитию ребенка, развивает зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формировать наглядно-образное и логическое мышление, совершенствует и речевые навыки, обеспечивает понимание основных законов изобразительного искусства и, самое главное, просто делает ребенка счастливее. Творческих успехов вам и вашим детям. Спасибо.